Кто такой, собственно, Фу, блин. Да кто он такой, елки-палки? Кто он такой, да, и откуда он взялся? Здравствуйте, меня зовут Слепцов Сергей, и я рад вас приветствовать на канале Эхо Якутии, посвященном историческим событиям, произошедшим в Якутии. И сегодня у нас очень интересная тема. Это и Петр I, Полтавское сражение, и историк Фридрих Миллер, и Великая Камчатская экспедиция, и декабристы с Пушкиным, и Якутск начала 18 века. Все это крутится вокруг человека, которому посвящен наш сегодняшний выпуск, Андрею Ивановичу Войнаровскому. И грянул бой, полтавский бой, в огне под градом раскаленным, стеной живою отраженным, над падшим строем свежий строй штыки смыкает. Тяжкой тучей отряды конницы летучей, браздами, саблями звуча, сшибаясь, рубятся с плеча, бросая груды тел на груду. Шары чугунные повсюду, между ними прыгают, разят, прах роют и в крови шипят. Швед русский колет, рубит, режет, бой барабанные клики скрежет, гром пушек, топот, ржанье, стон, и смерть и ад со всех сторон. Все знают наверняка эти строки из бессмертной поэмы Александра Сергеевича Пушкина под названием «Полтава», где он мастерски описал события 1709 года, когда у небольшого городка Полтава на Украине встретились русская и шведская армия, и решилась, наконец, судьба Великой Северной войны. Почему это стихотворение Александр Сергеевич Пушкин в нашем выпуске? Дело в том, что, поскольку, я думаю, все читали поэму «Полтава», понимают, что сама битва там занимает небольшое место. А вообще это произведение посвящено, по большому счету, Ивану Мазепе, украинскому гетману, который в ходе Северной войны служил сначала Петру, а потом предал его, перешел на сторону шведского короля Карла XII, и, собственно, вокруг вот этой его измены крутится, собственно, сюжетная линия самой поэмы «Полтава». И также есть там такие строки. «Мазепа, в думу погруженный, взирал на битву, окруженный толпой мятежных казаков, родных старшин и сердюков. Вдруг выстрел. Старец обратился, у Войнаровского в руках мушкетный ствол еще дымился, сраженный в нескольких шагах, молодой казак в крови валялся». И здесь именно на строках произведения «Полтава» появляется наш герой, точнее герой этого выпуска, сам он не совсем герой, наверное, Андрей Войнаровский. Кто это, собственно, такой? Дело в том, что у гетмана Ивана Мазепы не было прямых наследников мужского пола, официально признанных. Возможно, детей у него было незаконных много, но законных не было вообще. И поэтому Мазепа приблизил к себе, когда был гетманом Украины, своего племянника, сына сестры Андрея Ивановича Войнаровского. И Войнаровский был одним из немногих, из ближнего круга Ивана Мазепы. Именно ему Мазепа открылся впервые, что он хотел, предать Петра. Кто такой, собственно, Фу, блин. Да кто он такой, елки-палки? Кто он такой, да, и откуда он взялся? Это, собственно, племянник Ивана Мазепы, сын его родной сестры, которого Мазепа, будучи сам без законных наследников, готовил себе наследники, которому он хотел потом впоследствии передать власть. Андрей Войнаровский, сын Ивана Войнаровского, получил блестящее образование. Он закончил Киево-Могилянскую академию в Киеве, а потом Мазепа отправил его на обучение в Европу. То есть Войнаровский получил лучшее образование, вообще, которое могло быть в начале 18 века. У молодого человека он знал иностранные языки, мог бы говорить на латыни, на греческом, естественно, на русском, на немецком, на французском. Получил навыки галантного обхождения, танцы, фехтование, все это он умел делать. И поэтому с таким блестящим образованием он, естественно, пришелся ко двору Петра I и Александра Меньшикова, с которыми он с 1700 по 1708 год очень активно
лично воевал на их стороне, на стороне России, соответственно, в Великой Северной войне. Неоднократно принимал участие в сражениях, но в конце концов пошел вместе со своим покровителем и приемным отцом Мазепой против Петра. Войнаровский вместе с Мазепой присутствовал в Полтавском сражении на стороне Карла XII. Кстати, Войнаровский также по своему предательству, при переходе на сторону шведов, получил от польского короля Станислава Лещинского чин воеводы Речи Посполитой, а от короля Карла XII звание гвардейского полковника шведской армии. Однако это ему не сильно помогало. Как известно, шведы потерпели сокрушительное поражение при Полтаве, шведская армия фактически перестала существовать, и Андрей Войнаровский вместе со своим покровителем Мазепой и шведским королем Карлом XII бежит с Украины от Полтавы, счастливо избегает очень близкую возможность пленения, потому что, как известно, большая часть шведского генералитета попала в плен русский, но Войнаровский с Мазепой это все преодолевают, переправляются через Днестр и попадают на территорию современной Молдавии, а тогда это была территория, подчиненная турецкому султану. И именно там, в городке Бендеры, они останавливаются. И в течение нескольких лет Войнаровский вместе с Карлом XII проводит в Бендерах. Сам Иван Мазепа умирает достаточно скоро, и Войнаровский становится его наследником. И вот после того, как они отсиделись в Бендерах, Ки начинает свои путешествия по Европе. Он бывал в Вене, в Берлине, в Греции, в Адрианополе, в Константинополе, и везде там он, используя свое положение наследника Мазепы, наследство, деньги, которые ему в наследство достались, и влияние, светское обхождение, он пропагандирует идею коалиции против России. И его деятельность вызывает большое беспокойство в Москве, а потом в Петербурге у Петра. И в 1713 году Войнаровский приезжает в город Гамбург, где его поджидают агенты Петра I во главе с гвардейским офицером Румянцевым. И там происходит такая спецоперация по захвату Войнаровского, в лучших традициях спецслужб, на улице, в карете. Карету Войнаровского останавливают, связывают, запихивают в другую карету и привозят в российское представительство в Гамбурге. Арест Войнаровского, конечно, прошел незаконно на самом деле и всколыхнул дипломатию практически всей Европы. Такой инцидент произошел. Петру выслали ноты протеста, естественно, Швеция, Турция, Германия, на территории которой Войнаровский был захвачен. Гамбург, соответственно, вольный город. Наверное, Войнаровского пришлось бы отпустить, но он сам, уже видно, ему надоело эти скитания, и он сам сказал представителям властей Гамбурга о том, что хочет, чтобы его отправили в Россию. И Войнаровского везут в Россию, и, скорее всего, его бы казнили там, как прямого наследнику Мазепы. Но Войнаровскому в какой-то степени везет, потому что день аудиенции у Петра, когда его доставили к Петру непосредственно, это день коронации Екатерины I, жены Петра I. И именно Екатерина I уговорила своего мужа в этот день пощадить Войнаровского, и его вместо казни отправляют на вечное поселение в Сибирь. И куда же он попадает? А попадает он в 1723 году в город, один из самых отдаленных в Российской империи, в город Якутск. Здесь он живет 20 лет и умирает в Якутске. Но история Войнаровского на этом не заканчивается, потому что она уже тогда, еще в 18 веке, потом в 19 веке, будоражила имена многих образованных людей. О нем, естественно, знали. И второе рождение Войнаровский получает в еще одном произведении современника Пушкина, Кондратия Рылеева, которого мы с вами знаем больше как декабриста, участника неудавшегося переворота 1825 года.
и который вместе со своими 4 сотоварищами был казнен на кронверке Петропавловской крепости. Но, естественно, все знают, что Кондратий Рылеев, кроме того, что он был декабрист, он был еще поэт и писатель. И одно из лучших, наверное, его произведений называется «Андрей Войнаровский». Почему, собственно, Рылеев заинтересовался этой темой? Да, потому что он очень хорошо знал, скажем так, места ссылки Войнаровского. Опять же, мало кто знает, что политик, как бы бунтовщик и поэт — это были как бы хобби Рылеева. А вообще по профессии он был служащим чиновником российско-американской торговой компании и работал в офисе этой компании в городе Санкт-Петербурге. Один из крупнейших и важнейших офисов российско-американской торговой компании находился, соответственно, в городе Якутске. И Рылеев активно общался с людьми, бывавшими в Якутске, знавшими как бы местную специфику. И, возможно, как раз вот в разговорах между сотрудниками российско-американской торговой компании когда-то всплыло имя Войнаровского и его ссылка в Сибирь, и пребывание его в Якутске. И опять же, возможно, это будет сюрпризом, Рылеев очень хорошо знал реалии Якутска 18-го, начала 19 века. В своей поэме это он хорошо показал. И специально для вас я зачитаю строчки из этого произведения. В стране метелей и снегов на берегу широкой Лены чернеет длинный ряд домов и юрт бревенчатые стены. Кругом сосновый частокол поднялся из снегов глубоких, и с гордостью на дикий дол глядят верхи церквей высоких. Вдали шумит дремучий бор, белеют снежные равнины, и тянутся кремнистых гор разнообразные вершины. Никто страны сей безотрадной, обширной узников тюрьмы не посетит, боясь зимы и продолжительной и хладной. Однообразно дни ведет якутско-житель одичалый. Лишь раз или дважды в круглый год с толпой преступников усталой дружина воинов придет. И за якутскими мехами из ближних и далеких стран приходят с русскими купцами в забытый город караван. На миг в то время оживится Якутск унылый и глухой, все зашумит, засуетится, народы разные толпой, якут и юкагир пустынный, неся богатый свой исак, лесной тунгус и с пикой длинный сибирский строевой казак. Вот такими словами описывает Рылеев то место, куда вот попал Войнаровский. Интересная особенность. Вот эта вот поэма Рылеева «Андрей Войнаровский», где он так мастерски описывает Якутск, саму биографию этого человека и его как бы злоключение в сибирской ссылке, Рылеев посвятил еще одному декабристу, своему ближайшему другу Александру Бестужеву, который впоследствии получил еще псевдоним Марлинский. Бестужев-Марлинский написал своеобразное предисловие к произведению Рылеева «Жизнеописание Войнаровского», будучи таким образом первым его биографом. И опять же, Бестужев совместно с Рылеевым издавали довольно известный литературный журнал «Полярная звезда», в который, собственно, Андрей Войнаровский в 1825 году, буквально перед восстанием декабристов, был впервые опубликован. И жители столицы впервые узнали о жизни в далекой Якутии. Правда, недолго они это узнавали, потому что как бы Рылеев стал государственным преступником довольно скоро, и, к большому сожалению, вот его произведения были запрещены, и переиздание случилось только в конце 19 века, без упоминания авторства, но поэма была издана. Ну и как бы превратности судьбы или злая шутка, потому что Александр Бестужев, собственно, пошел по следам Андрея Войнаровского, жизнеописание которого он составлял, поскольку буквально через пару лет после восстания, отсидев несколько лет в Петропавловской крепости, Александр Бестужев-Марлинский отправился вот по пути Андрея Войнаровского в Якутск. Но, конечно, этот человек заслуживает отдельного выпуска, и мы наверняка его сделаем и расскажем о том, чем вот Бестужев-Марлинский в Якутске занимался. Но вот судьба Андрея Войнаровского, вокруг которой вертелось так много знаменитостей, который бывал в Европе, был знаком там и с Петром I, и с Карлом XII, не говоря уже как бы там о других исторических личностях той эпохи, но вот закончил свою жизнь на тогдашней далекой окраине, а сейчас мы здесь находимся в самом городе Якутске. К сожалению, вот не можем сказать, где Андрей Войнаровский был похоронен, но можем как бы строить предположение. Возможно, он был похоронен
в ограде Спасского мужского монастыря. Это довольно распространенное место захоронения было. В том числе и ссыльных хоронили здесь. Сейчас, как известно, на этой территории находится большая часть занята территория Якутского музея имени Емельяна Ярославского. Либо, возможно, он был похоронен у одной из церквей города Якутска, которые тогда находились. Возможно, это Преображенская церковь, которая ныне существует. А возможно, это были церкви рядом с Якутским острогом, Якутской крепостью. Кстати говоря, пару лет назад, когда реконструировался проспект Ленина, вот такое небольшое кладбище одной из церквей, ныне несуществующих, было раскопано в районе современной площади Дружбы. Возможно, там где-то похоронен был Андрей Войнаровский. Ну, собственно, на этом его история заканчивается. Но не заканчивается мой рассказ, потому что я забыл упомянуть Фридриха Миллера. Вот, потому что Андрею Войнаровскому несколько не повезло со временем ссылки, потому что вот так получилось исторически, что Якутск в конце 17-го, начале 18 века стал действительно такой дырой вообще российского государства. Если в 17 веке здесь вот кипели различные события, вот, связанные с походами землепроходцев, то к началу 17 века эти походы закончились. Вот, новых людей практически не приезжало. И действительно, вот ссылка в Якутск в начале 18 века была для образованного, как бы, светского человека достаточно, ну, страшной вещью. Вот не с кем ему было тут общаться. Но вот в 30-е годы совершенно точно Войнаровский был еще жив. А почему мы об этом знаем? Да, дело в том, что он краем проходит в воспоминаниях еще одного исторического лица, связанного с Якутией и с Якутском. Это знаменитый российский историк Фридрих Миллер. Каким же ветром его сюда занесло? Дело в том, что в 30-е годы проходила Великая северная экспедиция под руководством Витуса Беринга. Фридрих Миллер это один из главных людей в академическом отряде Великой северной экспедиции. И он несколько лет прожил в городе Якутске и, несомненно, ну, как минимум слышал, а как максимум встречался с Андреем Войнаровским. И именно этот факт впервые вскрыл вот в жизнеописании Войнаровского Александр Бестужев. Он упоминает о том, что Фридрих Миллер встречался в Якутске с Войнаровским, но, правда, говорит, что тот потерял вот свое светское обхождение, уже частично забыл вот европейские языки, но тем не менее как бы все еще был жив. К сожалению, вот Бестужеву не удалось установить место захоронения этого человека. Такая история.